Ассалаумағалейкум. Келесі бейнен қарап шығыңыздар. Кезекті шовинистер қазақ тілін кемсітіп, мазақ қылдырып тұр. Немножко по-другому расскажу. Казахский язык, он новый, он только пишется. Половина языка казахского, русские слова, в принципе. Так, тем более. Кыр, дыр, мыр, кыр, блядь, все. На этом заканчивается. Так вы учите, это же государственный язык вашей страны. Я выучу язык, когда он будет полностью создан и написан. Вот тогда я выучу, а он только пишется. Это новый язык. Казахстану чуть больше 100 лет. Я не патриот Казахстана. А при чем тут патриот? Но я не учу казахский язык. А почему? А зачем знать казахский язык? Это государственный язык Республики Казахстан. Только из-за этого. Так все. Кто там зарабатывает больше казахов? Смотрите, я не знаю казахский язык. Но, сочувствую. Это раз. Я работаю в Казахстане. Но с завтрашнего дня Казахстан перейдет на казахский язык полностью. Что ты будешь делать? Я буду работать так же. Как? Глухонемой Потому что будешь? я с корейской фирмой работаю. Ты корейский язык знаешь корейский? Нет. Я знаю русский. Но это чужой язык Я с твоей корейцами страны. общаюсь на русском языке. Ну, а если казах не знает русского языка, как ты будешь с ним общаться? Откуда молодой человек? Вы с Украины же, правильно? Ну, конечно. Вы знаете украинский. Ну, звісно, знаю. И российскую знаю, и английскую знаю. Молодой человек, я живу в Казахстане всю жизнь свою, я знаю прекрасно украинский язык, Так. прекрасно разговариваю на русском, не знаю казахского языка, живу здесь, чувствую себя прекрасно. Я вам Вивчили, вам скільки років? Вам 35 років. Ви могли вивчити казахську мову? А зачем? Ну, ви живете в Республике Казахстан. Хорошо, зачем? Давайте я вам немножко по-другому расскажу. Казахский язык, он новый, он только пишется. Половина языка казахского, русские слова, в принципе. Так, тем более. Кыр, дыр, мыр, кыр, блядь, все. На этом заканчивается. Так вы учите, это же государственный язык вашей страны. Я выучу язык, когда он будет полностью создан и написан. Вот тогда я выучу, а он только пишется. Это новый язык. Казахстану чуть больше 100 лет. Язык пишется. Ну, а вам сколько? До сих пор еще не все переводил. Мне 30. Смотрите, а есть такие люди, которые не владеют русским языком? Как вы с ними будете общаться? Здесь нет таких людей, которые не владеют русским языком. А почему есть такие, которые не владеют казахским, скажите? Нет, а знаете почему? Потому что Казахстан большую часть занимает кто? Немцы, русские, россияне, корейцы, китайцы. А Казахстана здесь очень мало. Тут казахи работают на кого? На русских. Им приходится в больших городах изучать русский язык, потому что здесь 2 государственных языка. Как ни крути. И завтра русский язык никто не отменит, потому что... Вы ошибаетесь. Насчет 2 государственных вы ошибаетесь. Почему зависит? Потому что прилавки Казахстана заставлены, извините меня, товарами, 70%, которые привезены из России, в России производятся. Казахстан мало чего сам производит. Смотрите, как вас зовут, девушка? Меня Мария зовут. Мария, вы поедете в Германию, например, пожить. В Германию поеду и выучу германский язык. А почему в Казахстане вы не соизволили выучить казахский язык? Потому что Казахстан не заслужил того, извините меня, уважения. Казахам. То есть казахи, по сути, сами ничего не делают. Они о чем здесь говорить? Единственное, то, что у нас сейчас поставили президента Токаева, который, кстати, работал почти полжизни своей в Москве. Он послом был, да, от Казахстана в Москве. Он сюда приезжать не хотел. Выходить из Казахстана, он сюда приезжать не хотел. Он еще годы здесь не пробыл президентом, хотел отказаться от поста президента. Я вам так скажу, знаете, от себя лично. Казахстан страна богатая. Но живут там такие, как вы. Тут вся, знаете, таблица Менделеева. Но каждый местный житель, который здесь не приезжий, а именно здесь родился и вырос, вам скажет, тут я не такая одна, тут все это знают. Это правда. Потому что весь Казахстан, как вам сказать, его распродали, его сдали в аренду. Курортные зоны на 50 лет в аренде у россиян. Байконур у россиян. Половину Алматы отдали в аренду китайцам, потому что, извините меня, там граница, и китайцы забарахлили все своими рынками, своими товарами. Все жилистые какие-то места
Все отдали, все распродали. У нас молоко, родина самая знаменитая, самая офигенная деревня, где вот есть производство, извините меня, принадлежит немцам, не казахам. То есть казахи, по сути, сами ничего не делают. Они о чем здесь говорить? Страна хорошая, мы не патриоты, мы здесь живем, но мы себя здесь хорошо сейчас с мужем, мы себя хорошо здесь чувствуем, я не спорю. И так, то, потому что мы работаем не эта земля сейчас вам дает возможность хорошо чувствовать. А вы говорите, что вы не патриоты? Не Казахстан, не Казахстан. А на то, что корейцы. Мы же работаем на корейцев, понимаете? Платят нам корейцы. Угу. Официальный офис, у меня дядя хорошо себя здесь чувствует, но он работает на испанцев. Головной офис у него в Испании. Никто из нас, кто хорошо здесь себя чувствует, не работает на казахов. Вот в чем вся суть, понимаете? Работают на кого-то. То есть получается, что казахи на своей земле как гости? Вы знаете, тут такая ситуация двоякая, я вам объясню. Тут есть просто казахи, они делятся. У нас есть южные казахи, есть северные казахи. Северные казахи, это вот, допустим, столица Астана, да. А вы в каком городе живете, Маруся? На данный момент вообще мы находимся в Алматы. А южные это Шымкент там и вот так далее, тому подобное. Они считают, но они, которые приехали, не тоже поначалу. Это земля наша, мы казахи, мы этот. Но извините меня, казахи, у них просто есть такое в черте в характере. Но у них есть такое в черте, то что они черную работу выполнять не хотят. Они все через аташку хотят все занять какие-то хорошие места. Круто, замечательно. В итоге у нас тупое правительство половину сидит, потому что по блату в ЦОМ приходишь, там, извините меня, 10 раз просто это там бороться надо за правду, чтобы объяснить это все. И везде какой-то бардак. А страна-то, по сути, единственное, то, что у нас сейчас поставили президента Токаева, который, кстати, работал почти полжизни своей в Москве. Он послом был, да, от Казахстана в Москве. Он сюда приезжать не хотел. Выходец из Казахстана, он сюда приезжать не хотел. Он еще года здесь не пробыл президентом, хотел отказаться от поста президента. Тут люди, не только мы, народ, тут даже правительство, которое реально в здравом уме понимает, что здесь делать нечего. Тем не менее, вы свое будущее в Казахстане видите, хорошо себя чувствуете? Нет, никто не говорил за будущее. Мы сейчас здесь живем, а за будущее нет. Мы здесь свое будущее не видим. Педагогики 0, медицины 0. Что у вас здесь написано? И только Бог мне судья. Только Бог вам судья, Маруся. Да, я знаю. Судить не может только Бог. Нет, конечно. Вообще, в принципе, человек ни один не может другого человека судить, в принципе. Нет. А если, например, вот это видео я записываю, и вот увидят казахи это все, вам не стыдно, что вы так вот безнадежно все зарисовали? Может, не так все плохо? Мне? Да. Мне не стыдно. Мне не стыдно, я это скажу любому, я это говорю постоянно. А ну скажите свою фамилию, Мария, если вам не стыдно, скажите, я Мария... Филатова Мария Сергеевна. Филатова Мария Сергеевна. То есть все, что вот вы сказали, это все вот так, как вы думаете, так оно есть в Казахстане. Да. Это мои доводы, это мои мысли. Я могу подтвердить. Слушайте, То есть я вам скажу, 18 миллионов должны завтра взять билет, Мария. Так и есть, и что? Да. 18 миллионов людей должны взять билет и уехать с этой страны, потому что все безнадежно. А не взять в свои руки власть и менять эту страну. Слушайте, уехать легче всего в Германию, где все хорошо, Мария. Да, а когда, извините меня, Назарбаев обокрал половину страны, у нас в пенсионных фондах взяли деньги на Экспо и потом не вернули их, по нулям сидели. А почему ваша мама тогда молчала? Вы же были еще молодая. Почему ваша мама ничего не делала? Папа. Почему кто-то что-то должен делать? Мы не Украина, тут Казахстан, тут все по-другому. Почему вы сравниваете себя с... Идите в правительство, идите в власть, создавайте свою фракцию. Другой менталитет, слушайте, другой менталитет, тут все по-другому. Не надо сравнивать Казахстан и Украину. Между нами, между нашими странами, вы должны понимать, пропасть, просто глобальная пропасть. В менталитете, в понятиях, в мировоззрении, во всем пропасть. Зачем вы сравниваете Украину и Казахстан и Майдан?
Не сравнивайте. Но у вас есть Абсолютно чеченцы, разные есть вещи. немцы, есть украинцы, есть русские. Если все Те, идет кто не здесь так, сидят, немцы, украинцы или еще кто-то, они здесь не коренные жители, они здесь поживут, они уедут, они ну, все просто гражданство у них бизнес делают казахское, и хорошо так и как у вас. помалкивают. Ой. Я за свою страну вообще, в принципе, не собираюсь топить. Зачем? Я ее никогда родиной не считала, я патриотом никогда не являлась с рождения. Мне, в принципе, Ну, вы не знаете, нравится что то, в сделали из в Германию вы Казахстана. приедете, будете вообще третьего сорта. Будете патриоткой Германии? Бұл иттердің үстінен міндетті түрде арыз жазылатын болады және олардың аты жөні мен мекен жайын анықтайтын боламыз. Қазақ тілін, қазақты ешкімге біз басындырмаймыз.